ჩემი სიმღერა ამზე ამხალხამა ამზეც ამშობა Вайко, да, эрти цхвари, райк. Валико 8 был, один баран куда делся? А себя ты посчитал? Нет. Так 8 это вместе с тобой был. 8 это вместе со мной было. Ну что ж, уважаемые друзья, приветствую вас в студии канала Республика. С вами я, ее ведущий нашей рубрики интервью Роман Тамоев. Сегодня на самом деле, несмотря на то, что коронавирусная пандемия зашла практически уже в каждый дом, мы все-таки решили записать для вас очень интересное интервью. Мы надеемся, что оно будет интересным, и посвящено оно будет развитию гражданской авиации, в том числе малой авиации, в Республике Тыва. Мы все прекрасно знаем, что раньше в Советском Союзе самолетики летали практически между каждым районным центром и не один раз в день, и несколько раз в неделю, поэтому сегодня у нас будет очень интересный гость, которого я вам презентую. Хочу попросить у вас разрешения вести мне эту передачу без маски, поскольку социальная дистанция 1,5 метра соблюдена. Мы, значит, антисептиком все побрызгали, все сделали, поэтому так будет просто удобнее, иначе будет не совсем то. А сейчас представлю вам нашего гостя. Уважаемые телезрители канала Республика, вашему вниманию представляю сегодня нашего гостя. Великий Александр Кондратьевич. Александр Великий, да? Да. Соответственно, командир самолета Л-410 Тувинского объединенного авиаотряда. Ну что же, здравствуйте, Александр Кондратьевич. Здравствуйте, здравствуйте. Вы можете обратиться к нашим зрителям. Смотрю, вы тоже сняли маску, поскольку неудобно, да, видимо, в ней сидеть, жарко? Да, и жарко, и все-таки 1,5 метра выдерживаем. Так что... 1,5 метра. Можете масочку положить вот на этот стол, где замечательная фуражка. Ну что, Александр Кондратьевич, как дела? Как тувинская авиация поживает? Не больно ли вам наблюдать за тем, что самолетики-то больше не летают, самолеты наши между райцентрами? Что скажете? Действительно горькую правду. Очень плохо, что забыта тувинская авиация. Забыта. А как же вот представить Туву без авиации, без своей? Просто невозможно. Потому что как можно по дороге, да, по асфальтовой дороге или по какой-то другой увидеть красоту Тувы? Я сюда приехал в 1972 году, 19 лет мне было. Вот. Из Асаян-Летиш вообще никогда таких гор сверху не видал. Я все время на западе, все время на автобусе катался или на больших самолетах. То есть не видно было гор так близко, как здесь. А здесь вот горы и облака такие красивые. Все очень прекрасно, просто радостно, хорошо становится. Очень интересное повествование, реально многих вещей даже я вот и не знал, впервые слышу. Скажите, вот вы молодым приехали сюда, да, соответственно, в авиаотряд. Как быстро вы начали летать? То есть, и скажите, пожалуйста, очень интересно, между какими населенными пунктами проходило авиасообщение, и сколько раз можно было улететь, какие были цены. Вот это интересно нашим зрителям, потому что молодое поколение, наверное, вообще думает, что раньше в Туве вообще ничего не летало между населенными пунктами. А на самом деле это была целая ведь государственная стратегия, политика освоения территорий именно малой авиации. Буквально пару слов. Первые рейсы были Кызыл, Байхак, Волгазин с командиром звена. Кулар Кончаров Чемитыч, командир звена у нас был. Вот мой первый рейс. Нет, это был второй рейс. А самый первый рейс был у меня Сад Вячеслав Владимирович, Кызыл Хамсара. Прямой рейс. Кызыл Мугураксы, прямые рейсы были. Я говорю, там, Хамсара, тот же Сестикем, Туран, Хутсейба. Было очень дешево все. Очень дешево. 5-7 рублей, где-то так. Примерно, да, время. Не время, а стоимость. Советские деньги, где-то 74-75 год примерно. Всегда рейсы были полные. С восходом солнца летали. Байхак, Волгазик. Вот это романтика. Прямо над дорогой все аккуратненько, все красиво. Но я говорю, просто вот я ощущал какую-то радость от этого, понимаете? Человек, к чему я стремился? А стремился я летать с 4 лет. Мне было 4 года, значит. Из Норильска летели куда-то в отпуск, в Новосибирск примерно. Отец, мама, сестра. Ей 2 года, мне 4 года. Мама, как известно, ей плохо. Мама ого-го, маме ого-го. Болтала вот так вот, вверх-вниз. Болтала очень. На Ил-14 очень тяжело было летать. Вот, отец спит, как всегда. Ну, для мужика положено спать. Но вот, а маме плохо, да? Я у мамы беру полный пакетик
Его ношу в туалет. Беру пустой пакет, маме приношу. Ношу полный, приношу маме пустой. Командир самолета вышел, корабля, да, Ил-14, вышел из кабины, смотрит, все пассажиры ребят спят, да, в отвале все. А этот пацан 4-летний ходит, за спинки держится и что-то таскает туда-сюда. Ух ты! И меня взял и самое посадил на свое командирское кресло. Вот и все. И пошел. И все. И 4 года мне было. Бывали ли ситуации действительно такие вот ЧП, чрезвычайные какие-то, когда вы понимали, что вот она опасность, я должен выйти из этой ситуации, не знаю, довести самолет до аэропорта, там еще что-то. Можете поделиться? Кызыл-Мугураксы рейс был. И вот над Мугураксами на перевале стоит огромная черная туча. Здесь вот все нормально, да? Все, погода хорошая. А там огромная черная туча стоит на перевале. До Мугураксов примерно 10 минут еще лететь. Ну вот, залетаем в черную тучу, и в самолете темно. Вот воистину, по-настоящему темно. Приборов почти не видно, там только они на фосфоре. Видно стрелочки, крутятся. И все. А здесь вот была моя работа. Надо было створочки закрыть и сохранить температуру двигателя, чтобы не заглох. И тут самолет, двигатель начинает бах-бах-бах, бах-бах-бах. Температура упала, да? Ну там 180 градусов, а надо 120. Я смотрю на прибор, 120, елки-палки. И палец мой побелел, когда я стал закрывать створки. Чтоб он согрелся, моторчик, мы бог-бог-бог-бог, падает самолет. Вот это серьезно, такое серьезно. Я говорю, моя бомба... Были? Ну, естественно, 12 человек. Обалдеть. Я говорю, вот это вот, ну, это самая настоящая такая вот, я сразу вот всем говорю, бывают такие вот, когда сидит какой-нибудь молодой, но потом таких случаев со мной не было. Скажите, а какие вот можете привести пример самолеты, вот их модификации, модели, которые действительно советская авиапромышленность может гордиться, которые никак не уступали западным аналогам, может быть, даже превосходили их? Ну вот самолет Ан-2, он универсальный совершенно, абсолютно все умеет. И вот сейчас вот по телеку показывают программу, нет, кино какое-то, я не могу. Короче, там американец катается на самолете Ан-2, американец по всему миру летает на самолете Ан-2 и рассказывает, какая машина хорошая. Ан-2, идеальный самолет. А много у нас было в авиаотряде здесь? Около 20 примерно было, 20-22 Ан-2 было. Кызыле, да? Да, охватывали всю территорию, охватывали. У нас были... До меня, говорю, когда я пришел в 1972-м, уже не было. Ли-2 не было, Як-12 не было. Были Ан-2. По-вторых не было. Ми-1 были, Ан-2 были. Ли-2 тоже уже не было. Яки были? А? Яки? 4 Яка. Я сюда на Яке прилетел, говорю, новая полоса работала. Только туда, там, ну, в общем, только полоса работала, они в порту считались, летчики, они не появлялись. А порт старый. В порту в старом, все хозяйство было в старом порту. Когда вы почувствовали, что малой авиации приходит конец? Это было в 1993 году. Потом нас потихонечку стали мягко увольнять, мягко. Ну, чтобы мы не быстро, ну, деньги, чтобы какие-то были. Тебя выплескивают 20 лет. Мне было 35 лет, когда вы это самое. Но это самый расцвет, елки, 40 лет еще не было. Ну, все, вот, уходи. А куда идти-то? Тогда уже налет был часов. А вот когда ушел, это около 10 тысяч было налет. Часов налет. Да. На тот момент какие были чувства, когда вы понимали, что самолеты, там, не знаю, на металлолом пускали, продавали, там, не знаю, в всяких схемах они участвовали. Когда просто начало растаскиваться госсобственность. Что вот у вас было, какие мысли? Что у вас творилось на душе? Ясно, что поступают неправильно, это ясно. Но если начинает думать об этом, да, то, естественно, станет плохо. Что тут непонятного-то? Ну и само собой будет плохо. Для наших зрителей, кто, может, интересуется техникой, может, даже авиационной техникой. Вот, допустим, Ан-2, да, вот вы говорите. Он же у нас летал на чем? На керосине или на солярке? На чем вообще? Можете мне сказать? Я просто не в курсе. Ан-2, 93-й. Сколько тратилось топлива, допустим, вот какие там параметры на 100 километров, там, не знаю, лета, на час лету, как там высчитывать? Килограмм 100 он съедал точно за час. Скажите, каковы перспективы малой авиации вот в нынешнее время, в современной России, 2020 год? Но это абсурд, когда ее нету, вот в Туве нету малой авиации. Это абсурд, понимаете? Ну нельзя Туву по асфальту все проехать. Ты красоты не увидишь просто.
Мы знаем, что партноменклатура, да, там советские деятели в целом, удавалось ли вам с ними сталкиваться, возить, может, кого-то Так из партийных точно, деятелей? да. Мне лично дали, без командира звена, я лично, Шершина привезли, да, зимой дело было. Его привезли, Юрьевича, да? ну да, Наш нашего. коммунист, наш ветеран. Да, вот его привезли, окутали ноги ему этим. Холодно же, елки, зима. Окутали ноги этим чехлом от самолета. Все так аккуратненько, и больше там кто-то, может быть, с ним еще летел. И вот я, второй пилот, и вот Шершин с кем-то. Великий Александр. Вот надо же, да, вот в жизни так. Александр Великий. Это же просто такой большой бонус. Поэтому вы, как Александр Великий, что можете пожелать нашим телезрителям, кто просмотрит наше с вами видео, молодому поколению, среднему поколению, старшему? Вот буквально такие вот слова ваши. Дорогие молодые люди, не забывайте свою родину, малую. Вот и мне очень хочется, чтобы авиация в Туве, вот современная авиация, а чтобы современная хорошо себя чувствовала, нужно помнить историю, понимаете? Без корней плохо будет, нельзя. Нужно гордиться своей историей.